Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Ой, кого я вижу? Привет. Здравствуйте. Будем серьезно общаться. Давненько не виделись. А где ваши флаги? Серьезно будем общаться или нет? Естественно. Конечно. Ну, Я серьезно, ждал смотри. почти полгода. Полгода ждал. Серьезно это так. Я не перебиваю тебя, даю тебе высказать свои мысли, задать вопросы. То же самое будет с твоей стороны. Если ты начнешь визжать, кричать, перебивать и не давать ответить, ты идешь по адресу русского военного корабля. Согласен? Ну, как Сагайдачный. Я понял. Да. Сагайдачный не русский военный корабль. Как Москва. Да ладно. Да ладно. Сагайдачный. Прямо У меня к тебе вопрос. У меня к тебе вопрос. Задавайте. Как дела в Курской области? Все отлично. Могилизация проходит по плану. Когда своих заберете? Вот этих, которых вы отправили в последний путь. Без боеприпасов, без кормежки, без теплых вещей. Сейчас дожди пошли. Когда своих заберете, трупиков? Все? Ответил? Да. Смотри, я тебя не перебивала ни разу. То, что дела отлично, когда там в Курской области находится ВСУ, вот тут, кто бы спорил, я не буду. И рада, что ты с этим согласна. А у меня возникает другой вопрос. Вот когда ваш бункерный срун в феврале 22 года надувал грознощечки, сучил ручками и ножками, обещал Украине декоммунизацию, демилитаризацию, денацификацию и прочее бла-бла-бла. А на третий год войны на территории Российской Федерации входит 22-я армия на территорию Великой Россиюшки, второй армии мира ядерной державы. То все идет по плану или ваш Сирун в очередной раз обосрался и границы дырявые? Мариуполь чей? Мелитополь чей? Луганск, Донецк чей? Угледар чей? Я вопрос задал. Да, вопрос. Ты на мой вопрос ответил. То, что на территорию Великой ядерной Россиюшки на третий год спецоперации входит армия другого государства. Все по плану или такие границы дырявые и Петун обосрался? Заманили. 20 тысяч когда заберете своих трупов? 20 тысяч под Курском лежит. Воняют. Сейчас похолодает, будут, да, как? Все сказал? 20 тысяч, какими будете образом, какие будете вывозить? Сколько в грузовик в обыкновенный в месяц трупов? В рефрижератор, ладно, хрен с ним, рефрижератор. Все? Да? Ага, смотри, я опять тебя не перебивала. Про 20 тысяч и прочее балабольство, вот эти ваши пропагандонские сказки ты можешь рассказывать кому угодно. Зашло 10, уже 20 уничтожили. Вопрос в том, так на третий год спецоперации все идет по плану или Петун ваш обосрался, нахрен и границы дырявые? Подожди, а где было пересечение границы-то вообще, скажи мне? Ты на мой вопрос зашли в Курск, вот так взяли в котел. Все, шандец. Вот ты живешь в Англии, тебе это зачем? Так это по плану или... Ты живешь в Англии, отвечай... Не, подожди, я же не закончил. Ты живешь в Англии, так? Ты на мой вопрос ответишь? Ты хоть день была на территории России или Украины? Хоть день была? Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану, конечно. Заманили все. Да.
Все. А почему ваши не хотят... ну какие ваши-то, господи? Почему не идет обмен 1 на 1? Сколько пленных сейчас у нас украинцев сидит? Все? Сколько пленных украинцев сейчас находится на территории Российской Федерации? Отвечать? Да. Итак, отвечай, ты не перебиваешь. Первое, я вашу пропаганду не слушаю, сколько пленных я не знаю, но я услышала твой ответ, что все идет по плану. То есть 24 февраля, когда Путин вот это грозно надувал щечки, стучал кулачками и топал ножками, в планах у него было записано, что на 3-й год вот этой спецоперации на территорию великой ядерной могущественной державы со второй армией мира входит иностранная армия. Российская Федерация имеет 150 тысяч беженцев, которые остаются без жилья, имущества, работы, зарплаты, а потом Путин сравнивает их дома кабами с землей. Тогда у меня возникает вопрос, если в планах Подожди. Тихо, я еще не задала вопрос, ты ответишь. То есть выходит, Путин записал эти 150 тысяч беженцев, которым тыкнет в зубы по 10 тысяч рублей, уже 3-й месяц они на эти 10 тысяч живут, 100 баксов, грубо говоря. И на кого тогда Путин-то работает, если у него такое в планах? Ты сказал по плану. Если ему на русских-то, на русское население срать, но он кого-то там типа пошел русских защищать где-то в Украине, а на своих русских ему срать. И он вытрачивает сколько, 30 миллиардов в день или 300 на войну с Украиной, а русским, оставив без них хрена, тыкни 10 тысяч, работает на Госдеп и Украину или на кого? А откуда такая информация про 10 тысяч? Почему вы не знаете, что происходит у вас в стране? Я живу в Белгороде с 93-го года. Давай посмотрим. Что ты мне рассказываешь? Ты живешь в Англии с какого года? Я тебе не верю. Ты мне не веришь? Да. Давай. А сколько беженцев с Украины ушло со всех этих времен? 14-го по нынешний период времени. Население Украины сейчас какое? Сколько уехало в Польшу, в Италию? Вот это можешь себе забить. Знаешь куда, да? Разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и что? Необходимые ресурсы будут направлены. И что? Так это единосуточное. Понимаешь, в сутки на человека выдают 10 тысяч рублей. Не перебивай меня. В сутки на человека, одного члена семьи, выдают 10 тысяч рублей. Если семья из 4 человек, папа, мама, 2 ребенка, 40 тысяч. Посчитай в месяц, сколько будет? Не, ну ты индеец, я балдеба. Это в сутки. Это в сутки. Это вы вырезали, и ты сидишь, мне сейчас квакаешь. Сколько беженцев сейчас? Сколько сейчас беженцев убежало с Украины на Запад? И как их там пинают? Теперь расскажи мне. Сколько миллионов? Все ответил. Да. Итак, отвечаю на твой вопрос и возвращаемся назад. Первое. Беженцы, те, которые убежали, правильно сделали из-под бомб, снарядов. Первое. Получают каждомесячные выплаты, а не единовременная, как говорит Путин, не в день. А единовременная это одна выплата. В день. А он не сказал в день единовременная. Как у нас получали беженцы с Луганска, с Донецка. 800 рублей в сутки. Зачем ты меня перебиваешь? Итак, единовременная.
Только дурачок не понимает, что такое единовременно. За украинцев. Украинцы, первое, имеют возможность поехать в любую страну Европы. Ой, не лги, царю лжешь. Первое, я хочу сделать отвлектись. Дело в том, что в отличие от Россиюшки, которая является самой богатой страной мира, и которая продавала 40% мировых ресурсов, тыкнуть людям в зубы один раз 10 тысяч, уже третий месяц они живут на эти 10 тысяч, хрен знает где, уже холода начинаются. А украинцы имеют возможность, а в основном это женщины и дети, имеют возможность. А мужчины? Тихо. Имеют возможность. Отвечу. Мужчины имеют? Отвечу. Ты начинаешь истерить, я тебя не перебивал. Я не истерю. Во-первых, женщины и дети выехать за рубеж, где получать, либо иметь официально работу и получать очень достаточно высокие зарплаты, а русские нигде не нужны. Второе, Украина, самая бедная страна Европы. И в результате как стало-то? Опять перебиваешь. Держи себя в руках, как баба базарная. Я тебя слушаю. Так вот, успокойся ты. Давай хотя бы по 2 минуты, чтобы был спич по 2 минуты. Опять перебиваешь? Не, я тебе даю... Ну ты накидываешь. Я не знаю, какой вопрос тебе потом отвечать. Я тебе дам накидывать, ты накидываешь то сколько угодно, я тебя не перебиваю, мы же договорились. Так вот, первое, иметь работу за рубежом. Если они имеют работы, то получать хорошие выплаты. И поверь, это очень высокие выплаты. Например, в Германии они составляют около 600 евро. Вот, переведи в месяц. Просто плюс жилье, питание, которое будет не входить в эти деньги. Касаемо мужчин, да, так как Украина страна бедная, а не вы самая богатая страна в мире, беженцы ВПО, временно переселенные лица, получают взрослые жилье, ну, с детьми. Это, конечно, домики каркасные, но со всеми удобствами. И в месяц на взрослого немного. По вашим деньгам это будет примерно 5000 рублей, ну, каждый месяц, не единовременно. А дети 3000 гривен, то есть вашими 10 тысяч в месяц на взрослого немного. По вашим деньгам это будет примерно 5000 рублей, ну, каждый месяц, не единовременно. А дети 3000 гривен, то есть вашими 10 тысяч рублей. Вот это тем, кто остается в Украине. Я ответила полностью на твой вопрос. И все-таки мне бы хотелось знать, на кого же работает Путин, если ему на русских срать, и он тыкнул им по 10 тысяч единовременно. То есть один раз уже 3 месяца 10 тысяч рублей. Если у тебя есть подтверждение другому, покажи мне либо решение Путина, либо Кабинета министров Российской Федерации, где людям каждый месяц или каждый день, как ты тут балаболил, по 10 тысяч рублей. Покажи мне. Да. А теперь покажи мне, как хорошо украинцы живут на территории Германии. И что обратно мужиков оттуда не выселять. Покажи мне видео. Как живут украинцы у вас, в ваших странах. Покажи, у тебя же есть интернет. Зачем ты с темы съезжаешь? Ну покажи мне, как живут беженцы Украины. Ты их сейчас голословишь. 3000, 5000. Покажи видео, когда счастливые украинцы благодарят народ Германии, когда германцы сами говорят, нафиг не нужны. Лоботрясы ничего не делают. Ты не ответил, ты ответишь на мой вопрос. Ты покажи, нет, ты мне покажи. Сначала я ты мне покажи, где счастливо живут украинцы. В какой стране? Все сказал. Ты говоришь, имея право на зарплату, на работу, слышишь? Если приехала доярка с села украинского, кем она будет устроиться работать?
Все? Итак. Ну ты ответь на мой вопрос. Приехала беженка с Украины с 3 детьми. Она доярка. Кем она устроится на территории Германии, Англии? Кем она может работать? Доярка. Вот все, нету. Сказал? Да? Или сказал? Да, сказал. Итак, насчет Германии я тебе могу показать официальные источники, сколько, какое пособие платится украинцам. Это 600 евро. Я покажу. Но показывай сейчас. Не... Показывай сейчас. Зачем ты меня перебиваешь? Ну сейчас покажи. Зачем ты меня перебиваешь? Покажи сейчас. Мы же договаривались, ты начал истерить. Ну покажи сейчас, сразу покажи. Скажи, вот, зачем смотри. Зачем ты меня перебиваешь? Да ты я не перебиваю. В ходе беседы ты показываешь, вот смотри, я тебе подтверждаю свои слова. Ни одно свое слово ты не подтвердила. Ты не даешь мне сказать. Так покажи, докажи мне, покажи ресурс. Ты можешь не перебивать, или ты баба базарная? Ты можешь не перебивать? Можешь или нет? Показывай, я жду. Я говорю, я тебе сейчас найду, сколько официально выплачивает Германия, а пока я хочу дождаться все-таки ответа от тебя, который ты крутишь жопой и не даешь. Фу, как некультурно. Почему же в самой богатой стране мира Путин единоразово людям, которые остались, кстати, которые и в результате потопа остались без жилья, в самой-то богатой стране мира выплатит по 10 тысяч рублей, ему выходит на русских срат. На кого же он работает? А я тебе сейчас, пока ты будешь отвечать, я буду тебе про выплаты искать. Давай, отвечай. Ищи, потому что может. Отвечай на вопрос. Потому что может. Ну, то есть ему на русских, в общем-то, срать. Да я не вижу вообще никакой у тебя информации. Эти выплаты. То есть людям деньги в России. Подожди. Я тебе объясню. Тихо, не ругайся. Я живу в Белгороде. Я вижу, какие выплаты люди, которых дома пострадали от обстрелов. Машины пострадали. Я все это вижу. Ты вот этот фейк свой вотри себе знаешь куда? Ну ты поняла. А теперь покажи мне, сколько в Германии платят беженцам. 30-40 евро максимум. Им своих кормить нечем. Да. Я посмотрю, как вы сейчас мерзли начнете ночью. Нет. Нет, не устроит. Так, более миллиона украинцев бежали в Германию от войны. Лишь немного из них нашли работу. Более миллиона украинцев бежали в Германию от войны. Лишь немного из них нашли работу. Вот так вот. Лишь немногие. Ой-ой-ой. Да, а сколько процентов нашло-то? Сколько процентов из миллиона? Беженцы из Украины имеют в Германии право на получение так называемых денег для граждан. Одинокие люди получают 560. Покажи ресурс. Ресурс покажи. Дольче Велле. Нахер. Немецкий ресурс. Нахер. А какой тебе ресурс, не нафиг? Покажи мне, где украинцы благодарят государству Германии, что они их приняли. То есть одинокие получают по вашим деньгам 60 тысяч рублей. Где? Покажи мне это. Где? Где? Родители... А жить они где будут? Слышишь, скажи мне, сколько стоит в Германии снять квартиру на... Я тебе отвечаю на вопрос. Сколько стоит снять квартиру в Германии? Если ты получаешь пособие, квартира бесплатная. Я знаком. Вот это поворот! Отправила в Германию, пожилую бабушку. У нее бесплатное жилье. Да что, может, я там тоже ломанусь? Бесплатно жить. Вы с каких-то барышей-то все бесплатно раздаете. Почему? У меня фамилия Кульман.
Ты гражданин Российской Федерации. Итак, читай, не перебивай. А скажи мне, ты гражданка какой страны? А ты начал опять истерить. Да, Ты сейчас по адресу русского военного корабля пойдешь. Итак, я тебе сейчас ты за загадочным пойдешь, я тебе обещаю. Родители также получают пособие на детей от 357, это 40 тысяч ваших рублей, до 471 евро в месяц. Это до Ты 50. мне не ответила на мой вопрос. Сколько беженцев? Ты не ответила на мой вопрос. Сколько беженцев за все это время переехало на территорию других стран? В Германию. Сколько беженцев приехало, количество? Я же тебе прочитала в начале статьи. Более миллиона украинцев бежали в Германию от войны. Вот давай ты считаем. Подожди. Математика, наука точная. Миллион. Да. По сколько выплаты в месяц? Сейчас скажу. Так, на взрослого, одинокого. Сейчас скажу точно. Я ж, в отличие от... Конечно. И тут 5,5 миллиарда евро на пособие для украинских беженцев выделили. Подожди. А с каких шишей? Если ваши старики... Это дело немцев, у них спрашиваю, меня не интересует. Германия... А ты где живешь? Ты где живешь? Давай про твою страну проговорим. А как же ты в Англии живешь? А как же Путин... Да никак. Успокойся. Поздравь с днем рождения, у тебя будет хорошо. Скажи мне, вот ты сказала, 1 миллион беженцев уехало в Германию. Выплата на каждого сколько? Если на детей, это в зависимости от возраста, от 357 до 471 евро в месяц. 500 берем, 500 берем. На взрослого, на одного, да? А на ребенка. Два ребенка приехало, да. Давай, дальше. Взрослый. 563 евро в месяц. На взрослого. 700, смотри. Какое? Считаем. Подожди. Считаем, семья. Подожди, да, ну округлил. Ну 600, ладно. 563 ты округлил до 700? Ладно, 500 и 500. Смотри, семья из 4 человек получает 4000 евро, да? И миллион. Вы где 4 миллиарда-то взяли? Еще раз. Государственное пособие для людей, у которых нет работы. Одинокие люди получают 563 евро. Как ты думаешь, а долго государство готово их содержать? Семейные пары по 506, то есть если семья, то каждый по 506 евро на человека. Родители также получают пособие на детей от 357 до 471 евро в месяц в зависимости от возраста ребенка. Ну, отлично. А англичане что с этого имеют, скажи мне? Откуда такие деньги? А это уже к властям обращайся. Я тебе отвечу на это. Сколько сейчас у тебя стоит? Я тебе отвечу на этот вопрос. Я тебе отвечу, не перебивай. Сколько у тебя сейчас стоит литр дизельного топлива? Начал истерить как баба и начал перебивать. Квартплата, сколько у тебя? Квартплата, сколько у тебя в месяц? Лично у тебя в месяц сколько квартплата? Я лично 4 лет не общаюсь. Итак, я отвечаю на твой вопрос. Квартплата сколько? Я же не спрашиваю фамилию, имя, отчество, адрес. Квартплата сколько у тебя приходит в месяц? Нисколько. Ну, за воду, за газ врешь. Ничего. Бензин сколько у тебя стоит? У меня нет авто, я прекрасно работаю. Страховка медицинская сколько у тебя стоит? Бесплатно. Страховка бесплатно, медицинская. Да, я ничего не плачу, вся медицина бесплатна. Серьезно? В Англии, да, в Англии так, что... А что ж тебе до сих пор мозги-то не вставили? Хотя бы поросячьи. Все, маленький, обосрался. Обосрался. На пособие-то много не насидишь. У меня знакомый живет 20 лет в Англии и рассказывает, что все хуже и хуже становится.
Да, только что-то на рашку он Не сливайся. едет, отвечаю. Откуда Не берут конечно. деньги? В отличие от вашего, который тратит Тихо. 300 лярдов рублей в день. Мы можем... Мы их зачищаем. Мы их зачищаем. Наши земли. Дают им выплаты. Понимаешь? И ТЦК работает. Людям тыкнуло единоразово, единовременно. А вам 10 тысяч рублей. Подожди. И в целом он беспокоится о том, чтобы миллиарды выкидывать других граждан. Каких? Ну, на своих граждан. Ты мне звук убрала, что ли, обезьяна? Ты мне звук убрала? Не, так не пойдет. Ты мне звук убрала? Так не пойдет. Ты мне звук убрала? Да, ему страна вот так вот плещет. Слава ТЦК! Слава ТЦК! Она мне звук убрала. Проститутки кусок. Рублей вашими в месяц, не работая, имея бесплатную медицину и жилье. А ваш, блядь, корячится на 25 тысяч, 30, 40, а 50 это уже вышка, блядь. При этом, блядь, за лекарство платит, сука, за жилье платит, блядь, все, сука, платит. То есть на кого же таки тогда работает Путин, а? Интересный вопрос. Так вот, ты мне звук выключил, так понимаю, да? Мы же договаривались не перебивать. Ну ты выключила мне звук молча, да? Молча, тихо. Тихо. Теперь я тебе задаю вопросы. Теперь я тебе задаю вопросы. Договорились? На какой вопрос? Кто ты такая, что меня весь спрос? Кто ты такая? Нахер. Если что,